Сегодня, 11 мая, истек срок, который отводился президенту страны на принятие решений об отставке Кабинета министров и началу процесса обсуждения выхода страны из политического и социального кризиса. Мы провели множество встреч и консультаций во всех регионах страны с большим количеством представителей нашего народа, общественных и политических деятелей. Был предложен разумный план выхода из сложившегося глубокого кризиса, который предполагал отказ власти от реализации законов и проектов, угрожающих национальной безопасности. Однако все инициативы нашего народа проигнорированы властью. Судя по всему, они уверены, что способны реализовать все свои задумки без учета интересов абхазского народа. Уважаемые сограждане, мы исчерпали все возможные диалоги с действующей властью, а их нацеленность на заселение страны, продажу стратегических активов, обнищанию населения за счет непомерных тарифов на электричество, полному фактическому уничтожению основных сфер жизнедеятельности государства, таких как здоровье нации, образование, национальная безопасность, не оставляет нам иного выбора, как призвать вас всех выйти на улицы, чтобы заставить действующую власть остановиться. Руководствуясь статьями 2 и 17 Конституции Республики Абхазия, также понимая личную ответственность за будущее абхазского государства, мы объявляем о проведении народного митинга в городе Сухум 30 мая 2023 года. Данное мероприятие и уверен в том, что, в принципе, это народный митинг, это не митинг определенного человека или определенной группы, там, оппозиции. Это то, что просят наши граждане. Мы проводили ряд встреч в разных районах и в общении с людьми. Люди просили нам о том, чтобы по актуальным вопросам они были слышаны, и чтобы они могли сами влиять на ту ситуацию, которая сегодня происходит. Я хочу сказать о том, что еще раз хочу повторить, что это не только мнение только нашей группы, только оппозиции. Есть мнение, где у нас одно мнение, есть вещи, где у нас мы смотрим по-разному, но вот, данную инициативу поддерживаем, конечно, и будем тоже делать все возможное, чтобы наши граждане пришли и будем слушать. Спасибо. Считаю, что митинг – это очень важное мероприятие для развития молодого, демократического государства, правового, потому что подобные проявления демократии, они дают нам возможность корректировать власть и задавать необходимый вектор для их движения. То есть это, можно сказать, такой некий народный контроль, он необходим. В противном случае для здоровья государства, если подобные мероприятия не проводить, будет очень вредно, так как именно я хочу сказать, что подобные проявления, они оздоравливают и власть, и общество, и само государство. То есть это полезно, и я считаю, это мероприятие просто необходимо на данный момент. Спасибо за это. Разве что повторюсь, обращу внимание на то, что в течение целого года оппозиция к митингам не призывала, митинги не проводила. Мало того, сотрудничала с властью, была участниками рабочих государственных комиссий в разных направлениях, результата от которых мы не увидели. И во многом все обещания они были не выполнены. Фарса, обмана, продажи суверенных активов страны в население растет протест, который требует от оппозиции определенных действий. Помимо накладывает свой отпечаток на проведение митинга и то, что последние выборы в парламент прошли под колоссальным административным давлением власти. Даже на фоне созыва нового состава общественной палаты, где решение носит рекомендательный характер, оппозиция практически в полном составе была выведена, исходя из того же самого административного ресурса. Исходя из чего у власти не осталось иной площадки с оппозицией, как только проведение митингов и сборов. Два слова скажу. Конечно, я каждый раз говорю об